Кыргызстан имеет большой потенциал в развитии туризма, но туризм, к сожалению, может развиваться по-разному. Одним из путей решения этих проблем является развитие устойчивого туризма. В 2019 году туристический сектор в Кыргызстане внес значительный вклад в экономику страны, достигнув 5,2% ВВП, что эквивалентно 358 миллионам долларов. В 2020 году программой Switch Asia Европейского Союза был запущен проект Green Tour. Реализаторы проекта Helvitas совместно с Кыргызской ассоциацией туроператоров, Кыргызской ассоциацией туризма, основанного на сообществах, Европейского центра агроэкотуризма, внедряют инициативы, которые превращают заботу о природе в постоянную практику среди туристического сообщества Кыргызстана. Разработка экологически ответственных туров и внедрение стандартов устойчивости в бизнес-процессы помогают не только сохранять, но и приумножать природные богатства для будущих поколений. Первым направлением работы проекта стало проведение курсов по устойчивому туризму для более чем 1500 представителей туристического сектора. Из них 25 туроператоров впервые в Центральной Азии успешно прошли первый уровень сертификации Travel Life Partner. Из них 8 достигли второго уровня Travel Life Certified. Люди и природа являются основными активами в туризме. И понимание того, что надо сохранять природу и сохранять его для будущего поколения, для будущего Кыргызстана, это очень важно. Проект Green Tour помог еще раз убедиться в этом. Я надеюсь, что мы сможем развивать экологический и устойчивый туризм в Кыргызстане. Следующим направлением деятельности проекта является поддержка гостиничного бизнеса. В тренингах для отелей приняли участие более 300 представителей со всего Кыргызстана. Из них 19 гостевых домов, гостиниц и юрточных лагерей прошли аудит Good Travel Seal, и 15 получили бронзовые и серебряные статусы согласно критериям Глобального совета по устойчивому туризму, также впервые в Центральной Азии. Пластиковые бутылки. Уже несколько лет их сортируем. Стеклянные бутылки. Раньше ставили в комнаты только бутылки с водой, вот сейчас поставили диспансеры. То есть кому необходимо, они набирают воду. Не стали покупать китайские одноразовые тапочки, потому что от них тоже очень большое количество мусора. Сейчас шампуни, гели каждому в комнату не ставим. И, естественно, мы стараемся разлить все это, поставить кому необходимо. И также мы покупаем местную продукцию, которая именно в Караколе производится. Применение практик для устойчивого развития туризма необходимо сейчас, потому что очень употребляем большое количество энергии, очень большое количество воды тратится. Земля устала, надо немножко ее беречь. И мы очень рады, что получили сертификацию Good Travel Seal. И в дальнейшем мы стараемся эту практику применять, может даже улучшать. Стараемся, рекомендуем другим гостевым домам тоже. Всего в рамках проекта было проведено более 60 обучающих мероприятий по таким направлениям, как международные критерии устойчивого туризма GSTC, а также обучение аудиторов Good Travel Seal для представителей всех стран Центральной Азии. Помимо этого, фандрайзинг устойчивого туризма, улучшение работы гидов, защита прав детей в туризме, расширение прав и возможностей лиц с инвалидностью, защита культурного наследия и многим другим темам. Еще одной важной задачей является поддержка дестинаций Кыргызстана. Алайский район благодаря усилиям проекта вошел в топ-100 историй устойчивых практик Green Destinations, став первым регионом из Центральной Азии и СНГ в этом престижном списке. Проектом также были разработаны и представлены каталоги устойчивых туров на мировых туристических выставках, а также поддержано более 60 производителей ремесленной и гастрономической продукции. Помимо этого, проект внес вклад в проведение масштабных образовательных и рекламных мероприятий, включая участие в международных выставках и конференциях, что способствовало улучшению международного имиджа туристической индустрии Кыргызстана. Все эти усилия помогли повысить качество туристических услуг в Кыргызстане. С помощью проекта Green Tour туризм в Кыргызстане становится не только более устойчивым, но и приносит пользу как местному населению, так и окружающей среде, продолжая традиции уважения к природе, заложенные нашими предками.